Всем добрый вечер. Қандайсыңдар, коллеги? Так, как продвигается ваша работа, друзья? Есть у кого что показать? Так, Асель. Ағай саламатсыз ба? Мен азыр эме өз кодун ачайын десем тормозить этип калды, азыр чыгып кайра кирет окшойм. Биздин эме тигил Нуреби барбы? Нуреби көрсөтсүн, анан так Жанара барсыңбы? Нуреби, Жанара. Мен азыр 1 мүнөт күтө турсаңыз, мен кирип кайра чыгачы. Хорошо. Саламатсыз агай. Саламатчылык. Меники Анас раздели. Ссылкаларды иштеп калды азыр. Кийинки видео деген веткага өтөт. Андан кийинки страницада наша стратегия алай өтөт. Анан үчүнчү ссылка бул специалисты. Муну цикл менен мэп менен кылгам азыр пока. Фотографиясы, это позиция и имя, нейм чыкпайт атат да, ошону жалбайт там. Она жестко вот тут находится неймде. И отсюда он не может прочесть вот этот text entry, text name, text position. И я никак не могу понять, почему, что я здесь, что неправильно делаю. Разрешенность или что-то. Так. Вот у меня 3 папки, вот вон что там, да? Стратегия работает, видео работает, about us тоже работает. А где у меня специалисты? У меня 3 файла, менеджер, специалист, и это, CSS. Я не могу понять, либо у меня в main.js проблема, либо в специалист. От 6 толку, я вот так сделаю. А все файлы я сюда импортировала. Так, обратно давайте возвратимся с Specialist, там где ошибка, почему изображение не показывается. Сначала вот этот main вообще не высвечивался, а потом, оказывается, я это на следующую строку переставила. Я рядом поставила, он обратно стал. Так, а main компонент это что за компонент? Так, main компонент это там верстка. Так, смотрите, в main, получается, сюда закидывается props, да, specialist AMG. То есть, получается, вот тот блок, где у вас, допустим, переменная с специалистами, и их нужно перенести тогда в main.jsx, чтобы они передались пропсам. Не поняла, можете еще раз повторить? Вот, задача компонента main, это для чего он служит? Ну, как я понимаю, это в основном верстка. И вот эти пропсы я передаю в главный специалист вот сюда. Ну, вообще по логике я должна была в App.js передать специалисту, да? Но я сюда, если ставлю вместо main специалист, эта страница вообще не показывает. Не, подождите.
Вот, если main показывает всех специалистов, то map должен происходить именно сюда. То есть main вы импортируете вот этих специалистов самих, А, а потом специалистам передаете пропсы. теперь поняла. Мне надо проверять, кстати, да? Ну да, у вас просто структура, куда, в какой компонент что импортируется и где нужно мапить, вот это слегка запутанно. Угу. Хорошо. Вот получается в мейне вы передали какие-то пропсы, вот, а сами компоненты специалисты. Откройте-ка, да. Вот здесь вы, получается, мапите. Здесь, наоборот, лучше принять эти пропсы. Здесь вернуть только один компонент, а потом, исходя из того, что в main попало сколько специалистов, исходя из этого, вы, получаете, будете мапить сам компонент specialist. Ясно. Ну, вообще изначально я так и строила это самое, логику, и поэтому я передала в WebGSX это самое, компонент, вместо main компонент специалиста передала. Но, оказывается, я Не, неправильно. пускай в основном WebJS генерируется этот main, но только в main теперь нужно будет немножко логику перестроить, да? Main пускай остается как бы версткой, вы возвращаете как бы делаете один компонент, но его мапите, исходя из того, сколько у вас данных. Окей, Мгм. я теперь поняла. Спасибо. Теперь это Нуриби будет. Мгм. Хорошо. Здравствуйте, Агай. Здравствуйте. Вот я сделал футер и только футер, да. Мгм. Так, мобильная версия еще не готова, да? И наоборот, Ай, этот только қосылып мобильная кетті. готова. Только Ол мобильная. кейбір жерде қосылып қалады, а кейбір жерде қосылмай қалып жатады да. Из-за чего это так получается? А вот надо вопрос вот сейчас. Блокчейнке эмелерде как бы мол кичинекей, то есть 600 пикселден кейін уже ушинтип баштады да, монтипчи мурдагылардачы, могул жердечи, могул жерде эме свободное место калып калып атат да, постоянно делчи. Так, DevTools'тан эле караш керек, кайсыл элемент размери чоң болуп кетип атат, выпадает этип. Мгм. Еще могу ссылкаларды линк менен кылыш керек экен, мына линк могу футердеги главный анас дегендерди. Footer дегени простой эле линк кылып койсо болот го. Линк кылып эле анан якорлорун же страницаларды, компонент страницаларды эле байлап. Вот. Мгм. Так, Нуреби бүттүңбү сен? Айзада, сен барсыңбы, сен да көрсөтөсүңбү? Саламатсыңар, бул меники сизге чыкпай калды го индексиштен. Ну ладно тогда. Хорошо, анда. Акартиянды. Ага. Хорошо, анда мен көрсөтө берейинби? Макул. Ага, хорошо тогда. Так, мен мындай собирать еттим, баягы майдалап түйдөлүп, бирок буяктарды кыла элекмин. Мгм. Так,
мунусу мындай иштейт. Бул отзывы. Бул негизи башында эле бул аябай тяжелый жазганда бул код вообще неправильно окшойт. Көп ошибкаларды ушунун эмеден берип атат да. Ошол анан футерде ошо нуреби бүттү бүгүн, ошо кошобуз, кошо элекпиз. Так, анан так. Ошо мына бул по-любому ушул эле эме берип атат да, ошибканычы. Биягы мындай болот биздики. Так, сейчас. Мындай. Бул ошо бул ошибкасын вообще кыйналып кеттим. Бул жерде версткале экен, версткале. Кайсы бир блок выпадает этип калып атат. Эмеден да мен өткөндө аябай чоң эме отступ берип атпады эле, ошондо тапсам, бул UL-дикин мен берип коюп турдум да, ошо бири UL, биякта мен хиден бергем да, ошо хиденден бири UL-ге мен эме берип коюптум да, ошол UL биякка мындайынан берип атыптыр да, отступ. Ошону алгандан кийин ошонусу жоголду. Бирок андан кийин деле дагы бири отступ бар да, ошону таппай атам. Ошону табыш керек да, отуруп просто издегенге убакыт жетпей калып атат. Анан эмеси, буну болсо нуреби оңдоду. Мен просто оңдой мындай эле коюп койгом, нуребинки кошо элекпиз да. Оңдолгону кошулат. Так, анастан мынакей уже муну койдук. Бирок ссылкалар иштей элек, мен ссылкаларын кое элекмин, просто мындай собирать эткенмин да. Так, бул болсо эмени кылдым. Ошо кыйналып атып, ошо просто агай бул формадан аябай көп библиотекалар көп экен да, не знаешь, какую выбрать да, правильно ушундай деп. Муну эметкенде консольдон мунусу отправка чыгат. Так. Так, форум дата, мынакей мен жазгандарым чыкты. Так, валидациясычы? Валидация HTML кодбу? Жок, мисалы үчүн формага ваше имя, ваш email деген жерлерге данныйлар туура данныйлар кирип атпайбы, ошол текшерилеби? Ооба, текшерилет. Мынакей мындай кылсам, неправильно ваш идет. А вот телефон текшерилбейт, телефон текст кетет. А эгер эметпей мынтип койсом, пока адрес не заполнен. Так. Мынтикенде бул обязательный, бул текст дагы. Бул пока толтурмайынча кетпейт. Мынакей. Мана кетти. Всё, бул бизнес деп биягы мынтип кетет. Так, ушул жерден формадан мага электронный почтанын валидациясын көрсөтсөңөр, кодун. Так, электронный, так, сейчас. Эме менен кылдым, кайсы эме библиотека менен. Формик деген библиотека менен. Так. Мына бул жерден вот валидация, мына бул бояктардан бул ошибкаларды берет. Бул юг дегенди дагы коштум. Тоже это библиотека, оказывается. Анан вот эмеден ошибкалардан вот. Эгерде если форма толтурулбаса, если пустая, и если этот невалидный там этот и невалидный формасын, так, мен каяка жаздым эле манысын. Так. Инпутта жазган мен. Так. Вот, инпутка бияка собирать этилет. Инпуттан булар келет. Мынтип reset деп label name'дер менен текшерилет. Андан кийин следующий бул text error деп өзүнчө тоже эме. Страница, если при ошибкалардан берсе, text error, если props children, если ошибка болсо, чыгат. Так. Мен же валидацияны каяка жаздым, мен схемада жаздым менен же. Так, здесь собирается. Здесь все это делается.
Здесь все просто собирается. Что инпутный içinde. Так. Ну, он мне берет так, сейчас. А, вот, нашла. А, нет, это тоже не нашла. Короче, ағай, вот, бол эмеде методта полностью бар экен да. Ана мен өзүнчө цифра менен бир жерден окуп жазып аткам, или мен ал башка библиотекадан жазып, аны өчүрүп кайра муну жазганда болгон окшойт. Так, хорошо. Сейчас. Бул жерде юп деген жана валидациянын библиотекасын негизи мен колдонуп көрбөп турмун. Электронный почталарды, данныйларды негизи валидация кылган регулярный выражение деп коет да. Есть такое понятие регулярное выражение. Вот как раз таки мы попробуем сегодня посмотрим, как с помощью регулярных выражений можно валидировать код. Остальные-то ладно, допустим, имя, там, не знаю, какие-то данные, текстовые данные, то, что нам передают, им особенно не нужно валидировать, да, только, допустим, когда мы форму получаем, чтобы не мучить пользователя тем, чтобы валидировать форму после того, как он нажал кнопку «Форм», кнопку «Отправить», это, ну, сейчас уже мало практикуется, да, потому что всем хочется, чтобы страница не перезагружалась, на лету все проверялось. Допустим, человек хочет заказать номер, да, заказать обратный звонок. Он вводит имя, скажем, вводит там, не знаю, электронную почту и там телефон номера и нажимает «Отправить». Вот. В обычной ситуации, после того, как происходит форма, как бы нажатие на кнопку «Отправить», данные отправляются на сервер. После того, как сервер проверяет данные, там пришло имя, да, пришло электронная почта, да, пришло, там номер пришло. Если все данные пришли, они записываются. Но есть еще другая проверка, да, а правильно ли ввел, допустим, пользователь свою электронную почту. Иначе там, если мы поставим просто input, человек может ввести туда абракадабру, да, и обратно сообщать пользователю через там 2-3 секунды после того, как страница перезагрузится, и сказать ему: ты неправильно ввел электронную почту, ну, уходит время. Поэтому основной также еще как бы задача фронтенд разработчика является валидация формы. То есть когда пользователь начинает набирать форму, переключается с одного поля на второе поле, уже нужно сделать какие-то проверки и сразу сказать ему: ты неправильно ввел там электронную почту. Если, допустим, мы запрашиваем имя, там, ну, вряд ли у человека будет имя называться с одной буквы, да, хотя бы там 3 буквы у человека или 2 буквы. Вот, мы должны сказать ему: слушай, ты что-то неправильно вводишь, допустим, там минимум нужно 2 символа ввести, там, да, и так далее. Вот эти сообщения об ошибках сразу нужно пользователю показать, сразу от него нужно получить валидные данные, и только после этого нужно будет отправлять сервер. Вот, как раз таки мы сегодня этим займемся, только я вам покажу на с помощью другой библиотеки. Вот. И как раз таки посмотрим тему регулярных выражений. А так отлично, Асель, молодцы, что уже подключили форму и справились с валидацией, что оно у вас уже есть. Молодцы. Input type email, он делает проверку только на тот случай, когда, допустим, человек вводит какую-то абракадабру, и обычно он проверяет, есть ли там собачка, знак собачки, и там все, да, ну, какая-то базовая проверка. Вот. Допустим... еще... извините, я думала, все, можно, да, сказать это? Да. У меня вопрос еще пайда болду, да, вот просто легкий способ мені қылып қойдым. Так. Анас дегенде, по идее, бұл башка жерде турат, бұл другие барактарда, но здесь идея в том, что вот этот, например, массив объектов кайталана берет, например, и вот здесь, вот видите, вот идет, да, несколько объектов,
Мы думали, вот по фигме вот здесь вот такая стоит, да, типа требуется консультация эксперта депче, андан кейін дальше продолжается вот этот массив. Анан бұл кодтон, так, бұл кодтон, сейчас я все закрою, башым айланып қалды. Так, about news service. Так. Вот, по идее, не бир длинный массив болуш керек, анан мен бир длинный массивти перебирать этип туруп, анан ортосуна кантип мен жанагы немени кое алам деп, анан мне пришлось несколько массивов сделать, анан ортосуна мен монтип койдум да, анан это правильно, неправильно или другой способ есть, ошону сурайын дегем сизден. Вот видите, я тут массив перебираю, останавливаю, перебираю, а потом вот это ставлю, тиги немени экспортирую сюда и опять другой массив перебираю. Чтобы вот эту вот сюда поставить, я один массив на 2 разделила. Вот это уже вопрос темы состояния, да, общего состояния приложения. Вот смотрите, когда у нас данных мало, мы везде можем мапить, где-то получать данные. Но когда мы делаем уже большое такое серьезное приложение, данные приходят, и очень сложно, допустим, манипулировать этими данными. Допустим, на главной странице выводится там 2 новости, да? Открываем на другую страницу, переходим на другую страницу, там эти же данные, но только еще больше данных там. То есть получается, разные компоненты могут использовать одни и те же данных в разных местах, на разных страницах и так далее. И в таких случаях, если приложение большое, когда мы делаем больше запросов на сервер, чтобы что-то получить, потом его отрендерить и так далее, это влияет очень серьезно влияет на производительность приложения. И вот, чтобы исправить эту ситуацию, чтобы, допустим, каждый компонент не сам по себе отправлял запрос и не грузил сервер своими запросами, появилась тема Context API. Это такой некий типа хранилище, куда мы один раз складываем все данные, которые использует приложение, а потом, исходя из состояния этого хранилища, не знаю, из компонента, мы можем менять это состояние этого хранилища, брать оттуда, туда что-то дописывать и так далее. Вот это самый простой такой легкий способ, это Context API. Есть еще другой способ, но это уже библиотека Redux. Вот. Там уже более серьезная, потому что нужно будет уже изучать тему самого Redux. То есть Redux это тоже, можно сказать, хранилище данных, и это, можно сказать, уже большое хранилище, куда можно обращаться, что-то записывать, там тема диспатч, не диспатч, и так далее. То есть есть уже другой подход, когда наше приложение использует вот эти данные. Вот. Поэтому вот как только вы натолкнулись на вот такую тему, вроде бы я загружаю данные, но разное приложение начинает делать, разные компоненты начинают делать запрос на сервер, вот, надо уже думать, а как можно это обобщить, да, чтобы было некое общее какое-то хранилище, и оттуда можно было бы брать, да, допустим. А потом, допустим, какой-то компонент может изменять состояние этого хранилища. И тогда у нас появляется вот из темы Redux вот диспатчи всякие, экшены, которые могут уже потом записывать данные, менять состояние приложения. Вот. Понятно. Значит, бұл map менен по-любому болбойт экен, да? Мапам, конечно, можно, да, но уже больше кода, да? Да, получается больше кода, и чтобы это сократить, вот сразу можно было бы обратиться к большому хранилищу, оттуда взять данные и сразу пойти, да, дальше.
Понятно. Рахмат Поэтому ағай. для дальнейшего, вот когда вы наталкиваетесь на такую тему, потихонечку надо смотреть уже в сторону контекст API. Это для более-менее таких не сильно загруженных приложений. Но когда уже типа интернет-магазины или где-то какое-то приложение, где много данных, то уже надо смотреть в сторону Redux библиотеки. И Мгм. обязательно дальше надо изучать уже тему диспатч, экшенов, как вот это все работает. Понятно ағай. Рахмат. А так, молодцы. Так, есть еще другие команды, друзья? Ага, дедлайн же в среду же, да? Да. Мы там до среды доделаем. У нас Мгм. чуть-чуть осталось. Хорошо. Так, тогда мы все готовы, наверное, слушать следующую тему. Формы. Вот, что мы будем сегодня делать? Так, давайте здесь обновлю. Ёлки, я здесь закрыл сервер. То есть, смотрите, я сейчас вам буду показывать валидацию формы. Вот у нас есть раздел «Контакты». Здесь сделаем маленькую форму и будем валидировать эту форму. Так, будем использовать библиотеку React Hook Form. И с помощью этой библиотеки будем создавать форму. То есть, точнее, здесь нету компонентов готовых, по-моему, даже есть, но в основном будем пользоваться API и именно частью вот use form, где вот происходит сама все события там и так далее, которые связаны с формой, да? Так, запустили, здесь пусто. И с чего мы начнем? Начнем с контакт. Здесь есть. Так, ну, базово накидаем какой-то верстки. Так, создадим, допустим, какую-то обертку. Inner. И здесь будет форма. Так, пока action нам не нужен. Так, форма будет отправляться, и мы будем регистрировать событие onSubmit. OnSubmit, когда произойдет onSubmit, мы будем описывать какую-то функцию, вызывать какую-то функцию, которую назовем handle submit. Вот пока так оставим. Внутри формы создадим верстку. Label. Так, внутри лейбла, допустим, пускай будет поле first name. Сюда так. Добавлю input. Так. Пока я кидаю верстку, установим библиотеку yarn add или npm install. Так, вот здесь get started, quick start. Вот, получается, название библиотеки называется React Hook Form. Либо через npm, либо через yarn устанавливаем его. Так, type текста пока они не нужны. Можем добавить, допустим, placeholder. Так, еще одно поле. Так, пускай это будет, допустим, your second name для фамилии. И добавим, наверное, email.
Остальные формы, получается, ну, они более-менее такие, где нужно вводить только текстом, и либо ну, как бы обычный текст, информацию, да. В основном, получается, вот, сложности появляются, когда мы валидируем электронную почту. Вот. Email и так, placeholder поменяем. Здесь email. И в конце добавим кнопку. Button. Type у нас будет submit, которая будет отправлять форму. И кнопочка отправить. Так, вот таким образом закроем. Так. Вот так. И где у нас еще BR? Вот здесь. Так, и давайте перезапустим сервер. Так, он ругается на handle submit, потому что пока еще этого нету. Так, ну мы сразу его начнем описывать. Вот. Так. Импортируем сюда библиотеку, которую только что установили. Мы берем импорт use form. React hook form. Так, внутри нашего компонента вот этот hook use form, да, который предоставляет нам библиотека, у него есть несколько разных состояний, типа, да. Вот. Определим переменную. Это будет объект. И в этот объект нам нужно обязательно передавать register. У нас есть состояние формы, form state. И здесь указывается, что это ошибки, если будут какие-то. Так, дальше следующий параметр это у нас handle submit. Вот. Ну, пока что, наверное, хватит. И мы как бы вызываем сюда вот этот hook use form. Вот. У use form, хука use form тоже есть свои как бы настройки в виде объекта, да, которые мы можем передать сюда. То есть, вот, когда мы вызываем use form, можем сюда передать разные настройки этого хука. Вот. Дальше. Я описал событие onSubmit. Когда это событие произойдет, у нас вызовется функция handleSubmit. Давайте его тоже опишем. onSubmit. Когда произойдет onSubmit, так, мы вызовем некую анонимную функцию, которая будет отправлять, скажем, данные, да? Данные на сервер. Вместо этого, у нас сейчас бэкэнда нету,
вместо отправки данных мы их, вот эти данные будем выводить в консоль. Назовем данные formData и в анонимную функцию как раз таки передадим эту formData. Вот. Дальше что? Вот. Когда произойдет событие submit формы, мы вызываем handle submit. Handle submit, в свою очередь, вызовет наш onSubmit. Вот. Теперь давайте посмотрим наш контакт. Вот она форма. Давайте чуть-чуть добавим стилей. Так, что будет в стилях? Импорт. Добавим паддинги самому секшену. Все центрируем. Цвет поставим белый. Background color у нас есть переменная, по-моему, мы называли его акцент. Так, дальше. У нас есть inner. Inner пускай у нас будет шириной 50%. И отцентрируем его. Так, внутри у нас есть лейблы. Лейблом зададим margin bottom в 1E. Вот они. Так, дальше у нас есть input. Сразу возьму кнопку. Задаем сюда тоже 1E margin bottom. Margin top, наверное, поставим 10 пикселей. И уберем border. Добавим паддинг 10 и 15 пикселей. Так, потом укажем, что input и все остальное будет 100% шириной от родителя. И border радиус немножко закруглим. Так, у нас есть отдельная кнопка. Зададим, что у него будет курсор pointer, background color будет белый, поскольку кнопка у него есть свои какие-то дефолтные от браузера фон. Добавлю transition. All 0,2 секунды. Is. Так, когда мы будем ховерить на кнопку, поменяем background color, воспользуемся функцией lighten и сюда передадим акцент и на 20% осветлим цвет, а текст сделаем белым. Вот такая форма у нас будет. И дальше давайте теперь, я сейчас отправляю. И по отправке у нас должны заработать вот эти данные, должны отправиться данные. Но данные сейчас никуда не отправляются, потому что мы еще не указали, куда все это будет, откуда все браться и куда их отправляться, куда они отправляются. То есть какие данные мы берем. Вот, теперь пора
приступать уже к валидации там и всему остальному, чтобы мы видели то, что мы отправляем и так далее. Вот беру input type, имя, да, куда мы вставляем имя. И когда мы используем библиотеку React Hook Form, мы вот таким образом через spread оператор берем, то есть берем все свойства, в том числе и register метод, и здесь в виде строки сюда передаем, как будет называться это поле. То есть input у меня, первый input отвечает за first name, да, то есть я должен указать, как бы зарегистрировать в библиотеке, чтобы он знал, что у меня есть вот форма, в этой форме я, допустим, ожидаю данные, то есть сохраняю данные имени человека, да, я указываю название, что это будет register first name. Дальше вторым параметром методу register мы будем передавать разные типа настройки. Это может быть, допустим, поле, которое мы хотим, допустим, чтобы обязательное было к заполнению, там длина, там сообщение, ошибки, которые должно показываться, там и так далее, и так далее. Вот. Сейчас пока давайте поставим просто required и напишем будет true, что это поле обязательно к заполнению. Дальше. Так, дальше. Следующий input тоже по такой схеме. Это у нас будет last name или second name. Так, пускай тоже будет валидироваться. И последнее поле у нас. Это будет email. Укажем, что true. Посмотрим сейчас, что произойдет. Я кликаю, отправки формы не происходит, но браузер подсвечивает, куда что нужно вводить. Да? Форма не отправилась. Если мы посмотрим в консоли, у нас здесь также нету данных. Вот. То есть мы не видим, какие данные сейчас отправляются. Ну, точнее, даже форма не отправляется. И мы даже сообщение о том, что какое-то поле осталось пустым, что его надо ввести, не показывается. Да? Вот. Я могу что-то сюда дописать, отправить. Мы получаем объект, указывается поле email, first name, second name, то, что я сейчас ввел. То есть сейчас форма отправилась, и вот это значение required true проверяет только на то, чтобы форма была не пустая, то есть поле было не пустое. Вот. С первыми двумя, ладно, еще там текст, но вот отправку формы, допустим, где мы делаем форму регистрации там или чего-то еще, где важно, да, взять у пользователя электронную почту, это очень важно, и мы сейчас, получается, вот, когда мы не добавили сюда валидации, форма у нас отправляется без проблем, и в базу данных придут невалидные данные. Вот. И сейчас добавим немножко элементов проверок валидации. Вот. Required true, одно поле написали. И вот то сообщение, которое не показывается, когда поле пустое. Сейчас никаких сообщений об этом нет. Просто браузер типа делает фокус, да, на первое поле, что ну как бы ожидает, что нужно что-то ввести. Но пользователь никогда не поймет, о чем это. Вот, поэтому
сообщение нужно показывать, и что мы сейчас будем делать. Сперва давайте добавим минимальное поле. То есть если мы посмотрим на библиотеку, где у нас есть API, useForm, вот, есть register, то, что я сейчас использовал, да, и есть вот эти разные настройки. Вот. React, как бы я сейчас использовал required, и, как видите, все прекрасно. Дальше есть max length, максимальная длина, которую мы ожидаем, минимальная длина, максимальное значение, минимальное значение. Есть паттерн, и мы можем как бы сами описывать разную такую валидацию, если нам нужно описать свою какую-то функцию, да, которой не хватает в этой библиотеке. Вот через validate мы можем, получается, передать, там, проверить что-то, да, своими силами. Вот. Давайте просто напишем, что мы сейчас, ну, для своей формы я ожидаю, что должна быть какая-то минимальная длина. Там, через свойство min-length, min-length. Я сюда, получается, могу что-то уже реально написать, там, что ожидаю, допустим, 2 символа, 3 символа и так далее. Но также можно этим настройкам и вот этим ключам, да, можно передавать объекты. И, допустим, можно передать, что я ожидаю value, значение, там, минимум длиной 3. Вот. И дальше могу указать, что у меня есть message некий, который будет показываться в том случае, если поле не соответствует этой валидации. Да? Там, напишу текст минимум там, 3 символа. Вот. Попробуем теперь что-то сделать. Так, обновимся. Что-то введем, отправили. Посмотрим в консоли. Вот также объект отправился. Если мы ничего не введем, отправим, также все происходит, но где сообщение? Нету сообщения. Вот. Для сообщения мы это сообщение, если что-то произошло на стороне сервера или что-то типа того, мы можем где-то логировать или что-то, но для пользователя сообщение нужно показывать. Вот после самого поля, после лейбла я создам абзац, и в этот абзац я буду показывать сообщение, если будет сообщение. Если его не будет, то форма прекрасно будет отправляться. Да? Поэтому давайте так сделаем. Вот. Чтобы отловить ошибку, вот, у нас есть errors, да, который инициализирован под ключом form_state. Вот, если в form_state будут errors, какие-то ошибки, мы берем эти errors, и вот таким образом делается проверка. То есть, если будут ошибки, там в поле first name, да, и если будут ошибки, то тогда что мы будем делать? Я хочу показывать, допустим, сообщение внутри спана, и внутрь спан я передам errors. Также, если будут errors в поле first name, из поля first name я покажу message. Вот. Или я просто покажу сообщение error. Вот. Зачем вот такая конструкция? Я здесь делаю конструкцию, да, допустим, вот эти сообщения могут прийти каким-то пропсом, да, из базы данных, нам, не знаю, что-то типа откуда-то брали, да,
Или мы где-то забыли, допустим, когда пишем большой проект, забыли указать месседж. Вот. И вообще понять, чтобы когда мы отлаживаем код, что случилась ошибка, и мы хотим, допустим, вот здесь, в поле message, я указываю кастомное сообщение. То есть я должен показать пользователю сообщение, которое гласит там минимум 3 сообщения. Но если я здесь не укажу никакого кастомного сообщения, то внутри спана, получается, внутри спана я делаю проверку. Если будет у объекта errors, там, first name message, то мы его показываем. Если его не будет, то мы здесь будем показывать какое-то дефолтное сообщение в виде там ошибки, да, в виде текста error. Вот. Давайте теперь посмотрим, работает ли теперь это наша валидация. Я, допустим, ввожу 2 символа, здесь написал, нажимаю «Отправить», спан, вот этот спан не показывается, что-то произошло. Вот. В консоли, как вы видите, форма отправляется как есть. Вот. Когда мы указываем required true, ничего такого не произойдет. Но если мы вот этот ключ true поменяем на просто строчку в виде там, что пользователь должен заполнить это в поле, да? То только в этом случае начнется показываться вот это сообщение. То есть обновляемся обратно. Теперь попробуем отправить эту форму. Я ввожу данные, еще ввожу. Так, форма не отправилась. Идем дальше. Точнее, форма отправилась, сообщение мы также и не видим. Вот. 3 раза нажал Submit, отправилось. Давайте теперь дальше тестить, почему форма отправляется, хотя мы указывали все вот эти вещи. То есть required, если мы даже вот это все закомментируем, first name, по идее теперь, если будет true вот здесь, теперь у нас поля message нету, хотя бы должен показаться этот errors. Так, здесь смотрим, все проверили, окей. Идем обратно, обновляемся. Вот, теперь у нас показывается вот это дефолтное сообщение, error. То есть мы можем здесь даже как-то постилизовать. У нас есть span, то есть у нас есть P, и внутри есть span. Color blue. Обновимся. Теперь даже когда отправляю сообщение, вот так, почему-то color не... blue, здесь не blue, FFF. Вот, теперь у нас дефолтное сообщение начинает показываться. Давайте обратно вернемся и попробуем сообщение уже кастомизировать. First name required true, вместо этого
передадим наш тот же месседж. Так, оставим, теперь включим. Минимальная длина, пускай будет 3. Так, так вот, min length, здесь еще ошибка. Минимальная длина 3, message minimum 3 chars. Вот, смотрите, вот этот required field can be empty, он будет работать, сообщение будет показываться только в том случае, если поле вообще пустое. А вот это сообщение message minimum 3 как бы 3 символа, оно будет работать на проверку, уже на валидацию. То есть где я ожидаю 3 символа. Вот теперь уже должно заработать. Обновимся на всякий случай. Кликаю, вот показывается сообщение, что поле не может быть пустым. Если я введу что-то, здесь введу, и по идее у меня сейчас вот это поле, первое поле, имя, не отвечает к требованиям валидации, да? Там должно быть минимум 3 сообщения. И сразу уже показывается, что сообщение минимум 3 характера, 3 как бы состояния. Вот обновлюсь, еще раз проверим. Вот. Теперь вот это сообщение показывается только после попытки отправить, да? После нажатия кнопки «Отправить». И чтобы еще улучшить вот это состояние, чтобы, допустим, вот я ввел два символа, потом переключился на следующее поле, было бы классно, допустим, сразу же здесь показать вот это сообщение, что нужно сюда вводить сразу как минимум 3 символа, да? То есть не ожидать, пока будет нажатие «Отправить». Вот, поэтому что нужно для этого? Вот у use форма есть разные настройки. Вот в виде вот таких настроек. Вот здесь нас интересует поле mode, режим. Вот. On submit, получается, по умолчанию стоит on submit. Вот когда мы используем этот hook use form, ну, как будто бы здесь стоит значение mode on submit, которое будет проверять форму только после того, только в момент как бы отправки, да. Вот если мы хотим отловить не только ошибки, не только после как бы при попытке отправки формы, а вот когда изменили какой-то фокус, вот что мы можем сделать? Мы сюда вместо onSubmit мы можем передать onBlur. У инпутов в обычном нативном JavaScript, чтобы подслушать вот такое событие, когда что-то поменялось, фокус поменялся, да, в JavaScript также есть там событие blur, именно которое относится для форм, да, для элементов форм. Вот мы в use форме можем поменять это поведение, указав настройку, что будет меняться по изменению фокуса. Обновимся, снова идем. Я ввожу один символ, сразу меняю фокус, уже показывается сообщение. То есть теперь уже user experience получается уже лучше. Как только я выполняю условия валидации, сообщение исчезает, а здесь ничего не показывается, потому что мы вот эту логику проверки не добавили остальным элементам формы. То есть также у нас есть поле имени, да, оно практически такое же. Здесь скопирую, сюда ставлю. Так, это у нас second name, да, давайте зарегистрируем его как second name.
Так, укажем те же правила для то, что были для имени. Так, обновимся. И логику сообщения. Так, здесь уже меняем вот эти переменные. Здесь у нас получается second name. Здесь тоже second name. Так, я правильно ли ввел? Да, все верно. Так, и для электронки. Что мы будем делать? Электронку оставим напоследок. Вот. Уже все начало работать. Я выполняю условия, все работает. Не выполняю условия, сообщение показывается. Если вообще оставляю пустым, показывается кастомное сообщение. Email у нас нет. Вот. Теперь, как вы думаете, что нужно проверить, чтобы пользователь проверить то, что пользователь ввел именно электронную почту? Не абракадабра, собачка там abracadabra.com, да, или там .kg, там, или что-то еще. Вот. Как вы думаете, как можно вот эту штуку проверить? Английские буквы от маленького до большого, потом символы, Мгм. потом собачка обязательно, и потом несколько обратно уже английские буквы, символы и точка, и тоже слова английские, там максимум 3 или 4, кажется, там стояло. Вот. Вот. Вот в первой части, смотрите, электронной почты. Что мы здесь ожидаем? Мы, в принципе, ожидаем буквы, да? Буквы. И как вы думаете, какие знаки допускаются в в названиях электронных почт? Вот, допустим, я могу написать вот такую почту: мир-лан, потом собачка и, не знаю, там, company.com. Могу. Могу ли я написать там, допустим, мир, восклицательный знак, лан, там, собачка company.com? А, допустим, нижнее подчеркивание? Можно. То есть вот эти символы обязательно, вот, типа специальные символы, да, там восклицательный знак, там подчеркивание, тире, там, не знаю, точка, может, запятая. Это все на самом деле зависит от серверов. То есть, допустим, Google по-моему, Google не разрешает вот этот символ дефиса в названиях электронной почты. По-моему, Mail.ru это может прокатить, или в Mail.ru вместо дефиса, по-моему, используется нижняя черточка. То есть у разных серверов как бы разные символы. И как это все проверять, что здесь же может быть любое количество символов, там не только 3, может быть там много символов, потом нижнее подчеркивание, либо точка, потом еще какой-то набор символов, да, кроме пробела. Пробел в основном все сервера там, ну, как бы не принято, да, что у нас есть пробел в названии электронной почты. То есть мы не знаем, какую почту может сюда ввести человек. Но знаем, что только посередине где-то обязательно должен быть собачка, потом company.com, там, здесь тоже может быть, там, не знаю, длинная какая-то строка, может быть дефис, потом что-то еще, потом any.com, там, могут быть, там, не знаю, KG, US, там, не знаю, там, DE, да, для Германии. То есть здесь ожидается что-то, какое-то доменное имя. Вот. И чтобы проверять вот этот набор, мы будем пользоваться регулярными выражениями. Вот. Если мы введем
запрос регулярные выражения. Вот. Мы откроем вот такую вот документацию. Кто-нибудь вообще слышал, что такое регулярное выражение? Да, ағай, мен оқып шықтым. Там предлагается каждый, оказывается, каждый веб-серверге, там у них свои правила, и әрбір өзіне отдельно жазылып шығады екен деп мен оқудым, не знаю, правильно или неправильно. Регулярные выражения. Регулярные выражения – это просто способ поиска подстроки в строке, или там, можно сказать, способ построения шаблона. Способ построения шаблона с тем, чтобы потом полученные данные там, или какие-то данные сверяться соответствуют ли эти данные к этому шаблону. Давайте я сейчас вот все это закрою и попробуем, допустим, поиграться с регулярными выражениями. Так, давайте здесь просто создам. Открою еще один VS Code. Так, вроде все готово. Посмотрим вообще, что говорит Learn JavaScript про регулярные выражения. Вот здесь говорится, что это мощное средство там, поиска, замены там, и так далее. И описывается, каким способом создаются вот эти шаблоны, да, по которым мы будем искать, там, то есть создавать какие-то шаблоны, исходя из которых мы будем что-то проверять. Вот первый способ – это, получается, самый длинный синтаксис, когда мы определяем регулярное выражение с помощью конструктора. Когда мы используем new, там regex, regular expression метод, да, и сюда передается какой-то шаблон и там какие-то флаги. Все это непонятно. Создадим просто, допустим, переменную, там, myString, и сюда напишем какой-то некий, просто такой-нибудь шаблон. Там, не то чтобы шаблон, а просто строку. Мне 18, допустим. Вот. И из этого шаблона я хочу, допустим, найти цифры. Неважно какие. Пускай здесь будет 18, там, 99 или там 125, но я хочу получить цифры. Как вы думаете, как обычным JavaScript, не зная регулярные выражения, можно поискать вот цифры? Number. Каким способом number использовать? 1.9. А именно конструкцию давайте напишите. Если мы попробуем, допустим, в консоль вывести вы имеете в виду так, из number, и сюда, допустим, передать myString. Нету такой функции.
Ну, самый такое решение в лоб — это взять вот эту строчку, итерироваться, проверять каждый символ, является ли это там символом цифры, да, и потом это все куда-то складывать, а потом сказать, да, я вот нашел, да. То есть создать какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь пустой массив, куда мы будем складывать, да, проверять, это, допустим, цифра, не цифра. То есть мы должны еще типа создать отдельную, скажем, массив, куда положим все цифры от 0 до 9, а потом каждый символ из этой строки будем проверять, а есть ли этот символ там в массиве. Если нет, то пропустили, идем дальше. Если есть, то эту цифру под этим индексом берем и складываем какую-то нужную переменную, скажем, result, да. Потом, ну, разными способами это, конечно, можно реализовать, но это не такая, скажем, ну, в общем, мы потратим много времени для того, чтобы отсюда вытащить вот эти именно цифры. Вот, как раз таки для этого у нас есть регулярные выражения. Регулярные выражения имеются не только в JavaScript. Практически во всех языках есть регулярные выражения, которые позволяют выстраивать шаблоны, и по этому шаблону мы можем, получается, проверять, как бы, что есть, соответствует ли и так далее, да? Вот. И JavaScript говорит, чтобы создать какое-то выражение, нужно вызвать вот этот regex, regexp, как бы метод. Я хочу проверять. Так, не скопировался. Шаблон. То есть я могу это определить как regular expression и говорю new regular expression, и здесь будет некий шаблон и некие флаги. Но вот этим методом редко кто пользуется. Это самый длинный способ. Более короткий способ — это когда мы используем вот такие как бы слэши. И флаги, получается, здесь указывается, что после конечного слэша можно указывать флаги. Флаги — это режимы, по которым мы можем как бы искать что-то, да. Допустим, строка может быть многострочная. Мы можем искать там внутри какого-то namespace, да, чтобы там мы ищем глобально по файлу, там по какому-то объекту, или там локально, там и так далее. У нас есть, допустим, проверка, там, буква А маленькая или там, скажем, буква А большая, там, то есть case sensitive или case insensitive, да, когда мы должны учитывать регистр, учитывать ли или не учитывать регистры и так далее. То есть вот эти вещи включают как бы как раз таки флаги. А именно шаблон — это вот эта штука. Когда у нас есть два слэша, и внутри слэша мы можем дальше что-то проверять. Поэтому я вот этот new expression удалю и укажу вот такой вот шаблон. Так, и теперь, чтобы вообще что-то проверять с чем-то, соответствует ли или не соответствует, мы можем пользоваться методом match. Ну, это обычный такой метод, который есть у всех строк, да, у объекта строки. И давайте возьмем вот этот код и слегка его промодифицируем. Так, вместо алерта будем выводить в консоль лог. Вот, я проверяю строку myString, если там что-то. Скажем, давайте поищем просто текст «Привет». Говорит 0.
Если укажем так, нам возвращается вот все, что мы и искали. То есть я искал, допустим, сейчас в шаблоне просто указал отрывок, да, такой некий слайс, то, что я хочу найти. Привет, и JavaScript мне возвращает. Привет, говорит, что начиная с индекса, с нулевого индекса я вот нашел этот элемент, что я нашел там, что длина у него вот такая-то там и так далее. Вот. Что будет, допустим, если здесь еще будет привет? Мы вот до этих цифр еще не добрались. Вот чисто для эксперимента попробуем, просто начнем со строк. Возвращает привет, длина 1. Вот. Тот самые флаги, которые говорит вот здесь, что у них есть флаги там и так далее. Так, есть разные символьные флаги. Ну, так, давайте возвратимся назад. Где у нас флаг? Вот. Если мы укажем флаг G, это означает, что мы ищем глобально. То есть вот здесь давайте вот так мы сделаем. Сейчас я жестко проверял. Теперь сюда буду передавать вот этот regex p. И определю шаблон вот здесь. Привет. И указываю G. Флаг G, который означает global. То есть с этим флагом поиск ищет все совпадения, без него только первое. То есть предыдущий случай, когда я указывал регулярное выражение без флага G, он ищет в строке то, что я ищу, вот этот шаблон, и возвращает только первый случай, найденный случай. А вот второй случай он нам не выводил, да? А когда мы указываем G, он теперь будет искать уже все совпадения. Так, теперь минус G. Плюс еще можно добавлять вот эти дополнительные флаги, допустим, и регистр зависит, не зависит, там и так далее. То есть вот эти флаги можно дальше уже просто дописывать, ничего не добавляя, там просто дописываем как бы нужные флаги. Вот. Теперь, получается, я ищу MyStr, внутри нахожу match, regexp, и я получаю уже два элемента. Первый, потом второй, которые все найдены. Вот. Как быть теперь с тем случаем, когда мне нужно из этого элемента найти только вот эти цифры? Вот. Флаги давайте уберу. И чтобы искать разные вещи, нам как раз таки понадобятся символьные классы. В регулярных выражениях есть такое понятие символьные классы, которые обозначают что-то. Вот, допустим, /d означает digit, который означает, что если мы будем использовать вот этот символ /d, да, оно будет искать все цифры от 0 до единицы. То есть если я сейчас возьму в регулярном выражении укажу, что я ищу /d, консоль мне возвращает единицу. То есть это тот случай, когда я не указал флаг, и он находит первый найденный элемент. То есть первая цифра, вот, он дошел до единицы, как бы /d означает эта цифра, и он возвращает мне единицу. Дальше он не смотрит. Если мы поставим флаг G, найди все, что есть, мы получим 1, 2, 3, 5. Как я этого и добивался, да? Вот. Если будет здесь еще где-то там, не знаю, какие-то цифры, то это все вернется.
Вот таким образом. То есть здесь в регулярных выражениях просто надо вот эти символы как бы потренироваться, как строить разные шаблоны, чтобы мы что-то искали. Что еще важно? Вот в символьных классах есть, допустим, большой D. Большой D означает это все, что не число. Как видите, в консоли я получил абсолютно все буквы, все, даже пробелы, но только не числа. Если нас интересуют не числа, мы можем пользоваться -d. Если мы хотим найти все пробелы, мы можем передать класс /s. И тогда нам вернется все вот эти пробелы, которые есть вот в этой строке. То есть есть 1 пробел, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пробелов. Мы как раз таки и вот эти 7 пробелов и нашли. Вот этот пробельный символ /s, да, это не означает только пробел. То есть когда мы указываем пробел s, это может быть Tab, клавиша Tab, да. Я могу где-то нажать здесь Tab. И смотрите, теперь уже 9. То есть символьный пробел включает в себя символ табуляции, перевод строки, так называемый перевод каретки или возврат каретки, или еще конец файла. Вот такие он символы возвращает. И есть также класс большой S. Большой S означает непробельный символ. Посмотрим, что возвратит сейчас непробельный символ. Он также возвращает все то, что не является непробельным символом. Смотрите, даже сюда входят все вот эти числа, да? Числа. Но теперь уже пробелы, они как бы исчезли из того, что мы ищем. Если мы сюда передадим класс W, класс W означает это английские слова, от слова word, да? И вроде бы слово привет, там, меня зовут, там, Мирлан и так далее, это тоже слово, но под классом /w это только слова, которые будут на английском. И цифры от 0 до 9. Поэтому мы сейчас в консоли получаем цифры и ничего больше. Если я сюда где-то добавлю английское какое-то слово, там hello, мы получим также вот эти слова. Давайте глобальный поиск я отключу. Вот тогда получается мы получаем другой результат. Да? Вот. Есть так называемые диапазоны. Диапазоны указываются точнее не диапазоны, а наборы. Наборы указываются вот в таких кавычках. Не кавычках, а прямоугольных скобках. Вот. Попробуем, давайте вот так поискать. Изменю строку здесь. Пускай будет ра, текст ра. Точнее, у нас будет Юра. И хотим мы искать. Пользователь может быть Юрой, его можно называть Юрой, можно называть Ира, да? Вот. И мы можем указать такой набор. Это может быть Ю, это может быть И, но после этого у нас обязательно будет Ра. Смотрим, мы получаем Юру.
Если мы добавим сюда Ира, вот так, мы получаем Юра, Ира, input, то есть это вот, но нам возвращается Юра. Если мы поищем глобально, так, нам возвращается Юра и Ира, как мы этого и хотели. То есть мы делаем как бы шаблон проверки. Первые буквы, когда мы указываем просто вот так, без лишних каких-то символов Ю и И, это означает, это может быть либо Ю, либо может быть И, а потом после скобки это как бы обязательная часть. И тогда мы ищем либо Юру, либо Иру. И диапазоны. Давайте еще вот так посмотрим. Есть еще вот такой символ. Стрелка вверх, да? На цифре 6 на клавиатуре. Вот. Если мы вот таким образом попробуем поискать, это говорит о том, что все, что кроме, или так называемый исключающий шаблон, все, что кроме, находится как бы в наборе. То есть сейчас я ищу без как бы без учета регистра, и получается у нас какое-то другое выражение. Также вот этот знак слэш означает уже как бы начинается, но это уже в других таких разных синтаксисах. Мы это тоже чуть попозже посмотрим. Если мы укажем в наборе диапазон, то есть если я ищу от буквы A до буквы Z, сюда введем hello, регулярное выражение найдет все буквы, которые есть в строке. Если здесь будут какие-то цифры, символы, что-то еще, регулярное выражение их не вернет, потому что мы ищем только диапазон, начиная от A до Z. Также можно здесь указывать от 0 до 9, тогда мы получим все цифры. Либо мы можем указывать, нас интересует, например, от 5 до 9, мы получим все цифры, которые будут от 5 до 9. Вот. В общем, есть очень много разных шаблонов, разные символы, как их комбинировать и так далее. Про это вы можете узнать, потестить, да, регулярные выражения. Вот на сайте. И здесь можно поиграться. Вот есть как бы текст, и здесь можно тренироваться по написанию своего регулярного выражения. Как видите, здесь сейчас стоит от A до Z диапазон, да, и возвращается все, что есть. Практически все буквы. Вот выделено как бы все, что есть. И те же, допустим, если мы ищем цифры, хотим составить какое-то свое выражение, мы можем здесь поиграться и, допустим, ищем все слова. И тогда он возвращает абсолютно все слова. Если мы пишем D, говорит, что нету никаких диджитов, да, что нету никаких цифр и так далее. Если мы добавим, обновимся, говорит, что есть одно соответствие и так далее. То есть здесь дальше, вот здесь можно выбирать флаги, global, case sensitive, не sensitive, multiline, single line, Unicode и так далее. Вот. С этим поиграйтесь, с регулярными выражениями, потому что они очень часто используются как раз таки для проверки, то есть для написания чего-то, да, хотим проверить, электронная почта это или не электронная почта, телефонный номер это или не телефонный номер, да.
Вот, все вот эти проверки делаются с помощью регулярных выражений. Вот. И, в принципе, сейчас записывать какое-то регулярное выражение, которое проверяется, то есть, которое проверяет электронная почта или это не электронная почта, ну, смысла нету, потому что мы знаем, что у нас есть Google, и миллион разработчиков создали уже такую регулярное выражение, да, regular expression, там, email, validation напишем. Там есть куча уже готовых разных регулярных выражений. То есть либо на английском, либо пишем просто регулярка на email. Так. Возьмем какую-нибудь готовую регулярку. Так. Здесь указываются разные, описывается, что включает эта регулярка. Давайте возьмем что-нибудь попроще. Так, попроще у меня вот такая вот регулярка есть. Вот, смотрите, вот если я возьму вот эту регулярку и закину на тот же сайт, где можно потестить регулярное выражение, да? Здесь удалим все, подставим все. Вот, и можно как бы по этим символам сразу уже получить. То есть, если вы взяли какое-то готовое решение и не понимаете, что проверяется в регулярном выражении, вы идете на regexr.com, вставляете сюда ту регулярное выражение и потом начинаете наводить. То есть, если я вот навожу на вот эту стрелочку, которая смотрит вверх, говорит beginning, то есть начинается, говорит. И здесь как бы набор, квадратные скобки, да, указывается, что это может быть маленькие буквы от A до Z, либо большие буквы от A до Z, потом цифры, могут быть точки, могут быть вот такие разные символы, там и так далее. Потом вот этот вопросик или там символ. То есть вот здесь вот эти комбинации, они разным способом они работают. То есть здесь говорится, здесь может быть нижний пробел там, или вот эти дефисики. Потом идет, что где-то есть собачка, потом могут быть буквы, цифры там, от 0 до 9, может быть слэш там, да, и так далее. Плюс к этому еще как бы подключается в скобках, скажем, группировки, да. Здесь тоже как бы по условию проверяется, что есть символ точки, что есть там буквы, цифры и так далее. То есть вот таким образом пишутся регулярные выражения, и с помощью них можно проверять там, телефон номер это или не телефон номер. То есть, в общем, искать то, что нам нужно. Вот. Я возьму вот это выражение и теперь возвратимся на форму нашей электронной почты. Вот. И откроем документацию. Так, register. И чтобы проверять валидацию электронной почты, это почта или не почта, у нас есть поле или настройка, которая называется pattern. Вот мы, как видите, здесь указывается ключ pattern, и сюда передается регулярное выражение. То есть регулярное выражение на других языках JavaScript, то есть кроме JavaScript, они чуть-чуть, может быть, где-то отличаются, но в основном они все вот такие. Указываются какие-то диапазоны, что после чего идет. В данном случае вот паттерн говорится, что есть AZ буквы большие, AZ маленькие буквы. В фигурных скобках указывается длина, то есть это может быть длина там 3. То есть вместо того, чтобы описывать, допустим,
делать проверку, что мы хотим минимально что-то, value 3, да, мы могли бы также воспользоваться паттерном, что там длина может быть там только до 3 там, и так далее, и так далее. Вот. Теперь, чтобы проверить электронную почту, что мы можем сделать? Required true, пускай остается. Сюда только передадим текст, что поле обязательно вместо true. Так, дальше. Следующим указываем паттерн. Сюда передадим объект, укажем value, ключ, и сюда вставим регулярное выражение. Я вот возьму ту регулярку, которую я вам только что показывал, и в поле value ставлю его. То есть это такой базовая регулярка, которая проверяет на электронную почту. Вот. Идем дальше. И теперь тот самый месседж, который нужно показывать, что там invalid email или что-нибудь подобное, да? Так, возьму также после pattern value сюда вставляю message. То есть указываю, что если сюда будут вводить не email, я буду показывать, что invalid email адрес. И также будем выводить сообщение. Копируем его после лейбла. Сюда тоже вставим. Так, теперь мы проверяем поле email. Так, вот это поле email. Здесь тоже проверяем email. И показываем. Так, все это закрываем. Обновляемся. Показывать сразу ошибку. Выхожу. Здесь тоже окей. Если я введу абракадабру, попробую открыть, нажать invalid email address, да, то есть он не дает дальше уже отправить форму. Если я укажу, что test@test.ru, отправлю, все уходит. В консоли объект отправился. Вот. Дальше проверим. Вот. Дальше что сделаем? Было бы хорошо, чтобы, допустим, если после того, как форма отправится, вот эту форму надо бы очистить. Для очистки также в React Hook Forms есть еще одна настройка. Еще одна настройка. Мы его опишем вот здесь, когда мы вызывали вот эти все настройки, да, register, form state, handle, submit. Если мы хотим, чтобы поле также было очищено, мы напишем reset. Так, и потом, после того, как мы форму отправляем, вот, да, вместо отправки формы у нас служит console log. Мы в console log вывели все наши данные, и надо бы, допустим, очистить форму, да? Мы его используем вот здесь. Reset. Тестим. Ошибки показываются. Что-то вводим. Сюда вводим email. Нажимаю отправить. Теперь форма очищена. Посмотрим в консоли. Данные отправились. Вот таким образом. Вот на вот эти ошибки не обращайте внимания. Это ругается вот на новость. Потому что я исчерпал лимит по запросам на API, поэтому вот API теперь уже дальше не дает делать запросы. Вот таким образом. Все ли понятно? Обязательно поиграйтесь вот этим сайтом. Здесь можно делать проверку на номер, да? Допустим, номер как мы вводим? Можно, допустим, мы можем номера телефона вводить в таком формате. Можем вводить, допустим, вот таким образом.
Что еще мы можем вводить? Там, можем вот так вводить, там, указывать черточку, черточку, там, и еще раз черточку. Но мы знаем, что, допустим, номера, именно кыргызские номера, состоят из, там, сколько там, 9-10 цифр, да, и также тогда тоже можем делать проверку, да, что, допустим, я ищу, так, давайте все очищу, что я ищу все цифры в диапазоне там, с длиной 10 символов. Но мне показывает, что у меня, ну, как бы валидную часть у меня сейчас вам показывает только вот вторую строчку, что есть вот такое. И мы можем учитывать, что, да, что есть там пробелы, там не пробелы, что-то комбинировать, допустим, пускай будет обязательно цифра 0, потом цифра так, либо мы можем указывать что-то еще там, что могут быть там, если мы хотим проверить, что сперва идет 3-4 цифры, да, вот. Потом это все мы можем сгруппировать. Дальше у нас могут идти, допустим, также цифры. Так, что еще? Так, давайте отдельно еще раз группу создадим. Здесь может быть цифры. Там можем указать, что может быть здесь 2 там, и так далее. То есть здесь можно играться, строить свои какие-то регулярные выражения. Но на телефонах как бы для себя попробуйте. И обычно никто не пишет на проверку телефона. Да? Понятное дело, что мы не можем учитывать абсолютно там коды всех операторов, да, по всему миру. Кто-то может там вводить с кодом страны там через плюс там, или через два нуля там, и так далее. Сперва просто попробуйте, поиграйтесь, там, создайте какой-нибудь irland@mail.ru и попробуйте описать здесь регулярное выражение, которое найдет вам электронную почту. Потом потестите. Добавьте сюда, допустим, цифру. Поменяйте здесь свою регулярку. То есть для практики, я думаю, вы найдете над чем поработать. Вот. У меня все, друзья. И есть ли у кого-то вопрос? Если вопросов нет, то тогда урок завершаем. Встречаемся уже на следующей неделе. Всем пока.